Рада приветствовать вас в новом выпуске из Сиднея. Я Натали Макдональд. Сегодня мы общаемся с Майклом Маккарти из CMC Markets на тему экономики Австралии в 2014 году, чтобы понять, чего нам ожидать от 2015 года. Майкл, спасибо, что согласились встретиться с нами в рождественском выпуске. Итак, сегодня мы подытожим все об австралийской экономике. Самой нашумевшей историей в 2014 году стал рынок жилой недвижимости. К концу года ситуация на рынке немного остыла, или же в 2015 нас ожидает еще большее повышение цен на недвижимость. Последний показатель индекса цен на жилую недвижимость говорит о замедлении роста. Годовой уровень ценовой инфляции в 2014 году составил 11%. В последнем квартале 2014 года этот показатель был 9,1%. Экономисты задаются вопросом, является ли это началом нисходящего тренда, или же это временное замедление. В целом, все свидетельствует об ускорении роста экономики Австралии. В частности, упал показатель потребительских сбережений, что говорит о медленном возвращении потребителей на рынок. Так, многие аналитики прогнозируют, что к концу 2015 года цены на жилую недвижимость Австралии снова начнут расти. Перейдем к рынку труда. Последний показатель уровня безработицы самый высокий за 12 лет, несмотря на более высокий показатель создания новых рабочих мест. В чем загвоздка этих данных и что мы упускаем из виду? Здесь особо нет никакой загвоздки. Причина проста. Население Австралии растет стремительней, чем количество новых рабочих мест. Уровень безработицы 6,4%. Он хоть и высокий, но он не так уже ужасен. Особенно если сравнивать с уровнем выше 10% во время предыдущих спадов. Обеспокоенность заключается в вероятности продолжения тренда. В первых двух кварталах 2015 года прогнозируют увеличение уровня безработицы, но во второй половине года этот показатель должен сократиться. Ози будет продолжать падение. В этом все аналитики придерживаются единого мнения. Но рынки разделились во мнении касательно того, насколько низко курс может упасть и в течение какого времени это случится. Что вы об этом можете сказать? Я считаю, что к американскому доллару Ози упадет до отметки 75.90. Фактор, который привел к падению Ози, стало укрепление американского доллара. В 2015 году падение к доллару замедлится, но падение к другим валютам ускорится. Если евро будет укрепляться к Ози, то курс Ози к евро упадет значительно. Ну а в целом, что нам принесет 2015 год в экономическом плане? Начало года будет довольно вялым. В конце 2014-го потребительская активность стала более умеренной, хотя есть признаки ее оживления. В плане текущих счетов то дефицит сократился. Но в целом ориентируемся на остальные страны мира. Поэтому мы и прогнозируем относительно вялое начало 2015 года и стремительный рост во втором полугодии. Майкл, спасибо за уделенное время. Мы благодарим Майкла Маккарти из CMC Markets, и я благодарю вас, дорогие зрители, за ваше внимание. Оставайтесь в Стукоскопе ТВ. Goodbye for now.